наша функция на сегодня называется image. Эта функция позволяет нам вставлять на лист изображения. В чем разница с обычной вставкой картинок? Как мы обычно вставляем картинку в таблицу? Мы делаем вставка изображения, далее загружаем, или выбираем какой-то другой способ. Я загружу картинку просто с компьютера. И вот она у нас вставляется. Картинка может произвольно куда-то передвигаться, она никаким образом не привязана ни к какой ячейке. Это просто картинка, вставленная внутрь нашей таблицы. Функция image позволяет работать с картинками несколько по-другому. Давайте эту картинку я уберу. И далее мы с вами вставим картинку с помощью функции image. Вы видите на своем экране вот здесь вот синтаксис этой функции. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Во-первых, мы видим, что функция пишется латиницей, и у нее нету аналога русскоязычного. Мы всегда будем писать ее именно так. Далее, у функции есть один обязательный аргумент, это ссылка на нашу картинку, то есть наша картинка должна быть загружена куда-то в интернет. И далее три необязательных элемента, о них мы будем говорить в процессе написания функции, пока давайте просто вставим нашу функцию без дополнительных аргументов. Итак, мы пишем равно image. И далее нам нужно указать ссылку. Ссылку в обязательном порядке указываем в кавычках, иначе будет ошибка. Кавычка в начале, кавычка в конце. В ссылке у нас заложена картинка с баннером нашего мероприятия по Google таблицам. Пока что какие-то дополнительные опции не прописываем, прописываем только обязательно саму ссылку. Вот мы ее написали, завершаем функцию, и что мы видим? Мы ничего не видим. Почему так происходит? Давайте сделаем вот так. Вот если мы растянем ячейку, да, вот сделали мы ее такой большой, то картинка у нас появляется. Дело в том, что для этой функции есть дополнительные параметры высота и ширина. И по умолчанию картинка достаточно большая, она просто-напросто не влезла в нашу ячейку. Ну и поэтому не отобразилась. Давайте вернем размер наших ячеек и попробуем взять картинку поменьше. И с помощью нее написать функцию равно image. Не забываем про кавычки. Мы взяли другую картинку, она поменьше размером, вот 16 на 16 написано в ссылке. Эту картинку мы видим. Без дополнительных опций она у нас помещается в нашу ячейку, но просто в силу того, что размеры картинки позволяют ее внутри ячейки отобразить. Поэтому, если вы вставляете какую-то небольшую картинку, то да, вы ее увидите. Если же речь идет о картинке крупной, как мы это делали в первом случае, то здесь нам потребуются дополнительные опции. Давайте с вами дополнительные опции будем поочередно разбирать. Первое, что здесь есть, это режим. Режимы у нас указаны вот здесь вот, и их 4. Да, кстати говоря, если вы забудете, не обязательно это переписывать, не обязательно это запоминать, просто откройте инструкцию по созданию функции. Вот здесь внизу всегда есть справка по любой функции, вам откроется окошко со справкой, и вы сможете прочитать еще раз эту информацию, в частности, вот здесь вот есть описание вариантов выбора режима. Так, мы с вами вернемся в редактирование функции image с вот этой вот небольшой картиночкой и поставим точку с запятой для того, чтобы добавить режим. Режимов, как мы видим, 4. Первый – это уместить в ячейке с сохранением
соотношение сторон, этот режим применяется по умолчанию. То есть, если мы с вами ничего не поставили, как мы сделали сейчас, то картинка сохранилась с соотношением сторон, которое у нее задано изначально. У нас картинка квадратная, мы видим из ссылки, что она у нас размером 16 на 16, и она у нас квадратная и вставилась. Ее вот не растянуло на всю ячейку, просто вставилась в том же формате. Далее, цифра 2 означает, что мы хотим уместить ячейку без сохранения соотношения сторон. Тройка – это оригинальный размер. И четверка позволяет размер указывать. Ну и, соответственно, если мы выберем четверку, у нас появляются две дополнительные опции, такие как высота и ширина, которые мы тоже можем задать. Давайте попробуем поставить двойку. Ну, если мы поставим единицу, то у нас просто-напросто ничего не поменяется, потому что единица – это режим по умолчанию. Ее можно и не ставить. Если мы поставим двойку, то мы видим, что нашу картинку растянуло, заполнив ей всю ячейку. Ну вот двойка, собственно говоря, это и предполагает, что мы хотим нашу картинку уместить в ячейку. Теперь, если мы будем нашу ячейку растягивать, картинка будет растягиваться вслед за ячейкой. Да, кстати говоря, если мы вставили без каких-либо опций картинку, давайте попробуем в этом случае растянуть. Ну, видим, да, что все равно растягивается, но с сохранением пропорций, потому как единица предполагает умещение картинки в ячейке, то есть картинка всегда будет по размерам ячейки, но при условии сохранения ее пропорций. Так, возвращаем все к оригиналу и пробуем вариант 3. Добавить ссылку через точку с запятой. Что нам это дает? Вариант 3 – это оригинальный размер. И мы видим, что в оригинальном размере наша картинка в ячейку не влезает, но влезает какая-то некая ее часть. Если мы растянем, то мы увидим оригинальный размер картинки. Несмотря на то, что ячейка у нас сейчас больше, остается пустое пространство и вот здесь, потому как картинка будет в оригинальном размере. Так, сбрасываем. И следующий вариант, который мы попробуем, это, ну, собственно говоря, последний возможный, четверка, пользовательские размеры. Если мы укажем просто четверку, то мы получаем ошибку. Это происходит потому, что вариант режима четверка подразумевает наличие двух дополнительных параметров – высота и ширина, которые мы должны задать. Давайте возьмем другую картинку, большую, для того, чтобы нам ее было более наглядно видно в этом режиме. Вот так вот заменим на нее. Так, ну если мы с вами, например, поставим двойку, нам ее все равно не покажет, потому что она, ну, уж слишком большая для этой ячейки. Ну, вот таким вот образом нам ее покажут. Теперь мы давайте четверку и размеры сторон укажем. Какие у нас могут быть размеры сторон? Ну, например, давайте попробуем что-нибудь типа... Так, первый идет высота. Высота пусть у нас будет... Мы видим вот здесь вот заданы размеры нашей картинки в оригинале. То есть у нее ширина вот такая вот, больше 1000, и высота 294. Мы давайте укажем высоту 100, а ширину... Ну, давайте не будем сохранять пропорции, посмотрим, что из этого выйдет, а ширину укажем 200. Нажимаем Enter и получаем нашу картинку. Нам ее вот таким вот образом растянули немножко в соответствии с тем, что мы задали. У нас опять же остается вверху и справа свободное пространство, потому как картинка стоит в том размере, который мы задали. Если мы ячейку уменьшим
и картинка не влезает, она все равно стоит, как мы видим в том варианте, в котором мы ее прописали. То есть 100 высота, 200 ширина. Таким образом, мы можем вставить любую картинку в любую ячейку, и в отличие от варианта «вставить изображение», эта картинка у нас, во-первых, будет привязана к конкретной ячейке. Давайте растянем, чтобы было более красиво. Она у нас привязана конкретно к той ячейке, в которую мы прописали функцию image. Кроме того, эту функцию мы можем использовать внутри других функций. Например, мы можем писать функцию «если», и в зависимости от выполнения тех или иных условий мы будем выводить какое-то значение, в частности, например, подставлять картинку, если условие выполняется, или если условие не выполняется, то это может быть уже другая картинка. Таким образом, мы можем всю нашу таблицу сделать более наглядной и ее визуализировать. Так, ну, функция image, функция небольшая, у нее немного совсем опций. Напоминаю, если вы что-то забудете, просто откройте справку. Так, почему у меня все на русском? В справке все подробно написано. Иногда справка описывает функции не очень понятно, но функции image, с учетом того, что функция достаточно простая, все просто. Даже вот есть картинки, примеры, как оно будет выглядеть в результате. Окей, и этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.